ЧП произошло в одной из квартир вот этой панельной пятиэтажки. В тот день молодая мама посадила ребенка в ходунки на колесиках, и ребенок подкатился на них к шкафу. Женщина отругала малыша и, оттолкнув его, ушла на кухню. И лишь через некоторое время она поняла, что в комнате, где находится ребенок, стоит полная тишина. Когда мать обнаружила ребенка, он был уже без сознания. Скорая доставила мальчика в медцентр. При первичном осмотре медики диагностировали черепно-мозговую травму и прикус языка. По состоянию на 11 апреля состояние ребенка остается крайне тяжелое. Он находится в реанимации. Врачи продолжают бороться за его жизнь. В ходе дальнейшего обследования выяснилось, что это далеко не первые травмы малыша. У мальчика обнаружили перелом локтевой кости, которому около 3-4 дней, и даже сросшиеся переломы в бедре и плече. Сейчас якутские исследователи устанавливают, каким образом полуторагодовалый ребенок получил все эти травмы. При допросе в качестве подозреваемой женщина пояснила, что травму ребенку причинила, пытаясь предотвратить на него падение шкафа. Однако эти показания у следствия вызвали сомнения в связи с наличием у ребенка застарелых травм. Сообщения о жестоком обращении с детьми регулярно появляются в прессе, но чаще всего об этом становится известно уже после трагедии. Только в прошлом году Якутия потеряла 46 детей. Это 2 школьных класса. Чаще всего гибель происходит в результате пожаров, ДТП или утоплений. Когда горят дома, когда дети у нас погибают от утопления, когда дети у нас погибают в ДТП, потому что папа был пьяный. Сегодня мы должны настроить всю общественность нашей республики, чтобы все встали вот буквально единым блоком, да, и вышли на именно защиту нашего детского населения. В конце 2016-го из ряда криминальных убрали статью побои, сделав ее административной. Но даже с этой мерой цифры остаются пугающими. Только с начала этого года было зарегистрировано 17 преступлений в отношении детей, которые совершили родители или опекуны. Ими совершены преступления против половой неприкосновенности, побои, угрозы убийством, умышленное причинение легкого вреда здоровью, истязания и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По факту происшествия с полуторагодовалым ребенком было возбуждено уголовное дело. Если будет доказано умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, родителям может грозить до 10 лет лишения свободы. Анна Лебединская, Максим Бурцев, Роберт Набиев. Вести, Якутск.